Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые друзья. Андрей Георгиевич, Марина Семеновна, рад вас видеть. Сегодня у нас два дня рождения в музыкальной школе. Скоро нам 60 лет, как основание было музыкальной школы. И второй день рождения – это сегодняшний день, когда 12 лет назад Андрей Георгиевич построил нам новое здание. И на протяжении всех этих 12 лет, каждый год в этот день он приглашает большой прекрасный коллектив с Кишинева. Вот, и вместе с нами отмечает этот праздник. Естественно, на день рождения, на любой праздник не приходит с пустыми руками. И сегодня, если в прошлом году он подарил нам прекрасную установку барабанную, мы видим, были скрипки, гитары, аккордеоны, каждый год разные инструменты, все виды инструментов практически, то сегодня тоже у нас есть подарок, и я бы хотел вас спросить, дети, как вы думаете, что же там под этой обверточкой? Кто скажет? Поднимаем руку. Фортепиано, правильно, молодцы. Обычно, когда ребенок не ходит в музыкальную школу, он называет это пианино. На самом деле фортепиано, молодцы. Сейчас мы проверим, точно фортепиано или нет. Точно фортепиано. Этот инструмент очень хорошая находка. Наши коллеги, они сообщили нам, что есть такой инструмент. Это немецкий инструмент Вейдбах. В таком состоянии, как мы его видим сегодня, очень сложно найти по всей стране. Но нам повезло, мы нашли, Андрей Георгиевич подключился и приобрел нам этот инструмент и дарит нам сегодня. В общем, устраивайтесь поудобнее, отключаем звук на телефонах и начинаем наш концерт. И еще, кстати, поздравляю всех с Днем Ангела Андрея Георгиевича, всех ребят, Андрея, у кого есть папы, дедушки, всех поздравляю с этим праздником, всем здоровья, успехов и до новых встреч. Начинаем наш концерт. Первым попробует этот инструмент наш прекрасный Алада Виталий. Виталий, очень талантливый парень.
приятно нам видеть, что на этой сцене дружба очень крепкая уже на многие годы между музыкальной школой в Камрате имени Валькова и Республиканским музыкальным лицеем имени Сергея Рахманинова. Наверное, когда людей объединяет что-то большее, чем материальное, оно живет долго. А я думаю, что наши школы объединяют любовь к искусству и музыке. И как приятно видеть, что на этой сцене детки, которые учатся уже в Рахманинове, являются наследием города Камрат. Итак, хочу вам сказать всем, дорогие друзья, уважаемые преподаватели, учащиеся, родители, гости, здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы отметить знаменательное событие — день рождения музыкальной школы имени Валькова в городе Камрате. Это не просто дата в календаре. Это праздник таланта, праздник труда, вдохновения и любви к музыке, который объединяет поколения и открывает детям дорогу в большой творческий мир. Музыкальная школа имени Валькова уже многие годы является настоящим центром культуры, где рождаются первые мечты, первые победы, первые уверенные шаги на сцене. Здесь трудятся педагоги, для которых музыка — это призвание. Каждый ученик — отдельная маленькая история, требующая большого внимания, большого терпения и веры. И, конечно же, как приятно осознавать, что вклад в эту школу имеют люди ныне здравствующие. И я хотела бы пригласить сюда человека, который вложил немало сил и труда, и, наверное, души в строительство и этого здания прекрасного. Я думаю, что когда ты видишь, что твой труд приносит очень хороший плод, даже не в твою жизнь, а в жизнь многих-многих детей. Наверное, это радость, которая никогда не закончится. Она будет долго жить. Я приглашаю сюда Андрея Георгиевича Валькова, который скажет нам пару приятных слов в день, которого он, наверное, ждал и ждет каждый год. И ему есть что сказать на процветание этой хорошей музыкальной школы. Здравствуйте все. В первую очередь гости, которые у нас. Есть преподаватели из Кишинева, которые стали просто близкими людьми. И мы встречаемся, вот с Игорем встречаемся просто как свои, близкие, привыкшие. Это жизнь, понимаете? И надо жить так, чтобы, это не красивые слова, чтобы оставался какой-то след. Вот в музыкальной школе Камрат есть конкурс, который сегодня не могут принять на учебу всех детей желающих. Хотя те дети готовы платить за учебу. И, конечно, если это было бы сейчас или пару лет назад, я думаю, что как-то я нашел бы возможность построить, может быть, еще один этаж, может быть, не знаю. В голове это остается, может быть, когда-то я исполню, но я не знаю, как оно все сложится. Потому что действительно вы видите, что здесь не вмещаются все люди, желающих много, и это радостно, потому что есть интерес к этому зданию. У нас были руководители в свое время, которые мешали открытию этой школы. За свои средства я строил школу, а мне ее не разрешали строить. Значит, это уму-разум, конечно, но это было. И пришлось это просто, знаете, силовыми методами делать, чтобы
того руководителя, кто руководил Гагаузией, просто перебить силой, потому что человек был против того, чтобы я вложил деньги и строил. Ну, его уже давно нет, а мы здесь. Школа есть, работает, преподаватели просто экстра-класса, я скажу. Детей выпускаем вот в лицей Рахманинова, которым мы дружим, в случае необходимости звонят и предлагают хороших детей, и они, конечно, идут навстречу и принимают их, потому что там тоже всех не возьмут. Поэтому я хотел, в первую очередь, поздравить с днем рождения школы наших и детей, и преподавателей, и родителей, и гостей. И, конечно, спасибо большое сказать ребятам, которые из Кишинева. Мы рады вас всегда видеть, прекрасных детей. Вы хоть знакомитесь, кто такое Гагаузия, что из себя представляет немножко, но видите не с каких-то слов, а что здесь есть люди, которые вас ждут и вам интересуются вами. За 3 месяца, за 2,5 месяца мы уже звоним в Кишинев, предупреждаем, что вы готовились, что вас ждут здесь. Это большое дело. Это, знаете, если каждый из нас будет делать свое дело хорошо, то государство наше было бы другим. Каждый бы занимался своим делом и давал бы хороший результат. И начиная это вот от этих детей, которые обучаются в школе. Я из своего опыта скажу, что очень бывает редко дети, которые закончили школу, и потом какие-то нехорошие поведения у них и так далее. Это почти исключено, за исключением случайностей. Поэтому здесь не только обучение на музыкальных инструментах, это прежде всего воспитание детей. И я вижу своими глазами, как дети приходят в школу, как они выходят. Просто умные люди, умные лица. И это, может быть, не каждый видит, а я это прекрасно замечаю. Так что спасибо вам, кто здесь есть. С праздником вас. Спасибо, что вы приехали к нам. Мы всегда рады вам, что вы это чувствуете, наверное, уже без всяких слов. Потому что мы действительно рады вам. Спасибо вам и всем сегодняшним присутствующим. И хочу сказать, что просто прекрасно видеть полный зал, и, наверное, еще и в коридоре детей, там, и людей. Такие у нас сегодня возможности, мы больше не можем ничего сделать пока. Время покажет. Спасибо вам. Спасибо, Андрей Георгиевич, за такие теплые пожелания и слова и в наш адрес, адрес нашего лицея. Хочется концерт продолжить. После таких теплых слов я приглашаю на эту сцену уже ожидающий оркестр. И хочу пригласить на эту сцену Игоря Осича Ирсака, маэстро Нарта, который многие лета, дай бог процветания дальше, руководит оркестром, камерным оркестром нашего лицея. И верю, что ни одна площадка, и не только в нашей стране, будет с удовольствием ожидать видеть такие таланты. И, Игорь Осич, вам слово через музыку. Вам предстоит удовольствие послушать Моцарта «Маленькая ночная серенада» в исполнении камерного оркестра лицея имени Сергея Васильевича Рахманинова и руководителя, дирижера, маэстро Нарта Игоря Ирсака.
И вновь Вольфганг Амадеус Моцарт, симфония номер 29, первая ее часть, в исполнении камерного оркестра лицея Сергей Рахманинов, дирижер и диверсор. В исполнении симфонического оркестра лицея имени Сергея Рахманинова.
Наш лицей очень благодарен действительно музыкальной школе в городе Камрате, потому что, знаете, друзей всегда ждешь, и телефона друга тоже ждешь. Не все те, которые хотели сегодня быть, разделить с вами этот прекрасный день, не смогли быть в городе Камрат. Но я хочу выразить особое желание и пожелание и от директора нашего лицея Голденберг Любовь Георгиевны, и от заучи по музыкальной части Дины Станиславовны Медведюк. Они очень хотели быть, но в связи с некоторыми обстоятельствами, к сожалению, не смогли присутствовать здесь. Но записи, конечно же, мы все еще будем не один раз просматривать. Но мне бы хотелось выразить все-таки поздравления от Республиканского музыкального лицея имени Рахманинова и сказать очень теплые вам слова благодарности. Мы с уважением относимся к труду ваших педагогов, к преданности вашему делу, к стремлению воспитывать в детях любовь к искусству. Ваш вклад в развитие музыкального образования вот этого региона очень огромный. Успехи учеников — это лучшее подтверждение профессионализма и силы вашей школы. И от всей души мы желаем вам дальнейшего процветания, дальнейшего вдохновения, талантливых учеников, креативных проектов и новых побед. Пусть каждый новый учебный год приносит всем вам только радость, творческую энергию и уверенность в том, что ваше дело очень важное, очень нужное и очень благородное. А наш концерт продолжает грузинский танец Айвазяна в исполнении ученицы 6 класса без ручки Любавы, класс преподавателя Шалпан Барановский Ирины Владимировны, концертмейстер Стоянова Вера Ивановна. Встречайте, друзья.
году нашему лицею тоже исполнилось 35 лет со дня его основания, именно Сергея Рахманинова, когда разделился лицей имени Коки на две половины: имени Чапаева Порубеску и имени Сергея Рахманинова. И в этом году мы отмечали тоже свой юбилей хорошей, дружной компанией Палат Республики. И там звучала одна композиция, которую я сегодня хочу представить ее и вам. Называется «Трамвай». А почему? Наш день совпадает с праздником города Кишинев. И поэтому 14 октября и там праздник, и у нас большой праздник. Это храм нашего лицея. И когда-то в Кишиневе ездили по главным улочкам трамвайчики. Это было очень очаровательно. Это история нашего города. К сожалению, теперь они не ездят. А вот название «Трамвай» осталось. И дай Бог, быть может, кто знает, еще мы увидим на наших улочках бегущие куда-то трамвайчики и сидящие на них пассажиры. А я приглашаю на эту сцену Бобок Полину, ученицу 6 класса, класс преподавателя Крокодил Натальи Николаевны, которая исполнит нам композицию Гобартса «Трамвай». Прошу, Полина. Сегодня ваш день рождения. Звучит самая разная музыка различных композиторов разного времени. И звучат самые разнообразные инструменты. И сейчас я приглашаю на эту сцену ученицу 5 класса Маржиняну Алиса, класс преподавателя Турчинской Марины Геннадьевны, концертмейстер Мамалыга Марина Ивановна. Под ваши громкие аплодисменты.
надо. Я приглашаю на эту сцену молодого человека, который, несомненно, знаком многим из вас. Я приглашаю сюда ученика 10 класса Гайдаржи Ивана. Он исполнит нам скерцо Фоменко, а класс преподавателя Боринжил Ольги Николаевны. Мне хотелось бы пригласить на эту сцену, раз уж сегодня у нас день рождения, пригласить начальника Главного управления культуры госпожу Семенову Марину. Нет, он будет продолжен, потому что хочется в день рождения услышать пару очень добрых, хороших пожеланий. Жаль, что приходится прерывать концерт на таком месте. Невероятно красивое исполнение, невероятно талантливые дети. Праздник для души, праздник для сердца. Это просто можно слушать бесконечно. Конечно, Андрей Георгиевич, вы правы, места очень мало, поэтому я очень надеюсь, что администрация
школы 60-летие уже решит проводить, вот, допустим, в Доме культуры. Я уверена, что горожане обязательно поддержат, и зрителей будет полный зал. Ну а ребята уже будут дарить нам свое творчество и свой талант с высокой сцены. Я искренне благодарна за приглашение, искренне благодарна за возможность видеть, слышать и быть участником вот, данного мероприятия. Я каждый раз прихожу с большим удовольствием на эти мероприятия, потому что именно на таких мероприятиях можно получить такой заряд энергии, такой заряд бодрости, что хватит надолго. Я каждый раз это делаю с огромным удовольствием. И очень рада, что количество участников в этой школе с каждым годом растет. Это значит, что дети интересуются. Это значит, что детям это нравится. Это значит, что школа растет и она развивается. И хочу поблагодарить искренне педагогов, потому что современная молодежь или работа с современной молодежью – это отдельное искусство. Потому что современная молодежь, она больше увлекается гаджетами, любит больше сети интернета и так далее. Но то, что ребята сегодня показывают здесь, это, конечно, стоит дорогого. Ну а вот какой же день рождения без друзей? Я очень рада, что каждый раз вы приезжаете. Я уже узнаю и ваших детей. Вот как выросла Полина Бобок. Я ее помню, вот ее, одно из ее первых выступлений, а тут уже вот такая настоящая красавица и маэстро с большой буквы. Поэтому искренне хочу вас поблагодарить за ваш труд, за вашу любовь к подрастающему поколению и за то, что вы делаете. Ну и я... А сегодня будут еще участники Камрадской школы? Есть? Будут выступать? Тогда жду с нетерпением. Впереди у ребят экзамены, насколько я знаю, да? Вот, и есть такое предложение 40 учеников, которые отлично сдадут экзамены, мы обязательно в январе пригласим на новогоднее представление в Театр оперы и балета. Я думаю, что у ребят будет вот некий стимул, поэтому, ребята, обязательно учитесь, потому что музыка делает мир прекрасный. Спасибо за хороший стимул и мотивацию. Наш концерт продолжает концерт Телемана номер 1 для 4 скрипок. 3-ю и 4-ю часть нам сыграют Сырбу, Лия, ученица 12 класса, Фонарюк Арина, ученица 10 класса, Перебековская Юна, ученица 10 класса, и Еременко Инна, ученица 9 класса. И всех их возглавляет Ирина Николаевна Соловей. Прошу вас, девочки.
Наш концерт продолжает ученица 10 класса Добежа Дина. Она исполнит нам произведение Фридрика Шопена «Этюд номер 4». Класс преподавателей «Крокодил» Натальи Николаевны. Наш концерт продолжает ученик 8 класса Клочков Сергей, класс преподавателя Дмитрия Николаевича Тульчинского, а исполнит он нам «Кто же ей дарит цветы» Джорджа Ховарда. Прошу. Концертмейстер Мамалыга Марина Ивановна.
Я приглашаю сюда камерный ансамбль аккордеонистов под управлением Сергея Федоровича Мурзака. Они исполнят нам болгарскую сииту «Гордея», «Адиос Ноньо» Пиаццолла, и пока они готовятся, они хотят искупаться в ваших аплодисментах.
в лице Валерия Держи и, да вы что, Иманав Степанов, прекрасных наших учеников. Прекрасная волшебная музыка. И продолжает эту волшебную феерию нашего сегодняшнего с вами праздника ученица 9 класса Элеонора Пасюта, которая исполнит нам произведение, которое называется «Счастливый случай» Савалова. Класс преподавателя Литвина Алексея Михайловича, у рояля Мамалыга Марина Ивановна. Меня спросили, а будут ли еще наши ребята с Камрата? Я сказала, что да, конечно, будут. Но прежде чем выйдет один из коренных жителей этого региона, я хочу сказать, как я с ним познакомилась, когда он пришел, по-моему, в 3 или 4 класс нашей школы, в наш лицей. Речь идет о Денисе Михайлове. И хочу вам сказать, когда он пришел, я им как-то на каникулы задала, я им читала, в их классе я читала румынский язык и литературу. И когда он пришел, я им всем задала выучить одну колядку. Обязательно. И когда пришла очередь им рассказывать это после каникул, значит, каждый выходил в доске и рассказывал. И Денис выкрутился, говорит: Ирина Сергеевна, вот такой еще маленький, сейчас он выйдет уже не такой маленький.
И он сказал: Ирина Сергеевна, а вот вы всегда, вот, я понимаю, румынский язык, вы просите на румынском языке рассказать колядку. А я так бы хотела рассказать колядку на гагаузском языке. И я говорю: очень хорошо. Ну, я-то гагаузского не знаю. Но у меня есть другой мой ученик. Это Икищу Рувим, который был постарше и тоже рожден здесь. И поэтому я говорю: подождите секунду. И я пригласила Рувима в класс. Он уже был постарше в классе 10-11. Говорю: Рувим, у меня вот такое вот сейчас произошло интересное событие. Ребенок хочет рассказать колядку на гагаузском, но я-то не знаю. Поэтому вы мне отдельно потом как-то переведете. Вы мне в одном классе, а Денис скажет при всех. Ну и, в общем, когда он стал говорить мне эту колядку, я понимаю, что когда в наших молдавских традициях, когда говорят «щестригать кутоти», «Эй!» и начинают громко кричать. А Денис очень так вот сказала бы я, не так эмоционально. Так он говорил быстро что-то очень интересное. Вот, но потом говорил «у-у» и шел дальше. И когда я спросила у Рувима, каков текст, прекрасное пожелание на весь ведущий год, идущий вперед, со всеми пожеланиями, то, что, наверное, в каждом народе происходит, когда мы желаем друг другу многие лета, здоровья, счастья, процветания. И я вам хочу сказать, эти годы, я смотрю сейчас на Дениса, и он такой уже взрослый, молодой человек. И мне жаль с ним расставаться. Я понимаю, что уже пора, 12 класс, но тем не менее, это хороший, талантливый молодой человек, которому мне тоже хотелось, чтобы его будущее было реализовано так, как он этого желает. И я приглашаю на эту сцену Михайлова Дениса, ученика 12 класса, класс преподавателя Юрия Протопчана, который исполнит нам произведение нашего одного из любимых композиторов Олега Негруцы «Парафраз». Итак, Михайлов Денис.
приглашу на эту сцену нашу тоже юное наше дарование, ученицу 7 класса Синджарадзу Валерию. Класс преподавателя Мальцевой Татьяны Викторовны, которая исполнит нам польку-мазурку Остена. Но мне хотелось бы отметить один факт. В нашем лицее дети только на спецфано играют на одном инструменте. А если они выбирают другой инструмент, который вы сегодня слышали, тромбон, флейту, саксофон, они обязательно должны выучить еще и общее фортепиано. Валерия у нас играет на валторне, но тем не менее и второй инструмент нам дается с легкостью и приятным наслаждением. Поэтому, Валерия, вам слово. Я приглашаю на эту сцену ансамбль аккордеонистов под управлением Ольги Николаевны Боянжил. У нас есть удовольствие послушать марш Радецкого Йоганна Штрауса и юмореску Гордзея. Прошу, ребят.
Следующим нашим номером будет одно небольшое объявление от директора музыкальной школы Дмитрия Валерьевича. Очень важная и сладкая информация. Все дети, которые находятся в зале, дожидаются самого завершения концерта, конца, и аккуратненько друг за другом выходят через вот эту вот дверь и получают сладкий подарочек от Андрея Георгиевича. И с праздником с Новым годом! Приятное с полезным всегда, конечно, приятно вдвойне. Наш концерт продолжает, но, к сожалению, в заключении. Звучит лицей Дикси под управлением Дмитрия Николаевича Тульчинского. Они исполнят нам Dallas Blues Handy Van и Gerald Smart of Me. Под ваши громкие аплодисменты.
Москва, Столчан Женя, тромбон Клейменов Богдан, туба Надя Кристиан, ударные Чаусова Валерия и клавиши Ваня Вишневый. Спасибо, друзья. Дорогие друзья, уважаемые педагоги, ученики, родители, гости, наш праздник здесь подходит к завершению. Сегодня, наверное, мы все пережили множество прекрасных мгновений. Мы услышали музыку, которой дышит эта школа. Увидели, как талантливо и искренне звучат сердца учеников, которые когда-то учились здесь, потом продолжили свое обучение в Кишиневе. День рождения – это то время, когда можно оглянуться назад. Можно вспомнить путь, который школа прошла за эти годы. С гордостью сказать: да, господин Вальков, все это было не зря. Были трудности, были победы, открытия, были даже бессонные ночи. Было волнение, которое передалось потом каждому выступающему на этой сцене, музыканту, юному дарованию. Но все это объединило вас и нас в одну большую творческую семью. Сегодня мы благодарим вас, уважаемые педагоги и педагоги школы в городе Камрад, за вашу преданность, за вашу мудрость и любовь к музыке. И самое главное, любви к детям. Благодарим родителей за их поддержку и веру. И, конечно же, наша гордость – это вы, дорогие ученики. Хочется одного. Пусть ваш путь будет светлым и творческим. С днем рождения, музыкальная школа. Ну а сейчас я хочу пригласить всех взрослых педагогов, концертмейстеров, которые приехали и привезли этот прекрасный концерт в Камрад. Не отказали, никогда не отказывали, в этот раз тоже не должны были, ни в коем случае. Приглашаю вас всех сюда пройти, пожалуйста. Мы своими аплодисментами благодарим наших друзей, коллег. Все должны нас уже узнавать в лицо. Чтобы как вот эти аплодисменты. Днем рождения нас, днем рождения нас, днем рождения школа Валькова, с днем рождения нас. А вот на этом концерт подошел к концу. Спасибо всем за работу, за внимание. И как я говорил до этого, аккуратно детишки проходят через этот выход и получают по подарку. Не толкаемся, не спешим, всем достанется.